Амирхан Картоев обращается к собравшимся с вопросом, полагаются ли ему пенсионные накопления. Ему 71. На встречу приехал из селения Нижние Чулки. Узнать о правилах предоставления накоплений попросили и его соседи, товарищи. Пенсионные отчисления самое живинда. Правила предоставления накопительной пенсии закреплены в федеральном законе под номером 424. Представители пенсионного фонда объяснили, что при выделении этой выплаты необходимо учитывать год рождения заявителя. Получить деньги из собственных накопленных фондов или отчислений работодателя могут мужчины, родившиеся с 1953 по 1966 год, и женщины с 1957 по 1966 год, при этом работавшие официально в 2002-2004 годах. Участники программы пенсионного софинансирования – женщины, которые перевели материнский капитал в счет своей будущей пенсии. Заявление составите, правильное заявление составите, вот они составят, цель вопрос. Сразу заявление составите, подпись вот такие. Официальное заявление даете на имя управляющего. Они тебе письменно, со ссылкой на эти нормативно-правовые акты, письменный ответ. Также многие граждане в ходе приема интересовались задержками пенсионных выплат. С чем это было связано и будут ли проблемы в последующем, рассказал заместитель управляющего ПФР по Ингушетии. Наши пенсионеры, возможно, у них эта озабоченность появилась тем, что была немножко задержка пенсии, выплаты пенсии. Но это была временная мера. На правомерность назначения пенсии у нас была проверка. На время этой проверки немножко пенсию задержали. Но сейчас проверка закончилась, правомерность установлена, что это нормально, что это в соответствии с законодательством Российской Федерации. И пенсия, уже выплата пошла по составленному графику доставки. Уполномоченный по правам человека Ибрагим Сичоев выслушал чаяния не только пожилых, но и жителей, которые столкнулись с проблемами выплат по инвалидности. Лидия Хамхоева – инвалид второй группы. Размер назначенной пенсии – 8498 рублей. Лидия – работающий пенсионер, в связи с чем подавала заявление об увеличении суммы выплаты. После того, когда я обратилась в адрес уполномоченного по правам человека, мне была она увеличена от распечатки на 5000. Ответ был дан уполномоченному и в мой адрес поступил о том, что пересмотрено и вопрос решен положительно с учетом увеличения, так как было вроде бы неправильно начислено. Но по истечении месяца следующая очередная пенсия уже пришла опять в этом же размере. И вот по сегодняшний день мне начисляется минимальная. Почему сумма выплаты была вновь сокращена, придется детально разбираться, заявили представители пенсионного фонда. Обращение Хамхоевой взяли на контроль. Мы должны посмотреть наши базы, программы, что, в чем какая-то проблема, техническая проблема. Находясь на рабочем месте, мы определим и дадим ответ мотивированный, обоснованный в письменном виде. А технические проблемы, они бывают? Бывают, естественно, в такой объемной работе. У нас по республике более 100 тысяч пенсионеров, и программное обеспечение, программные продукты не всегда срабатывают в нужном формате. Естественно, приходится там вмешаться и вносить исправления. Но это крайне редко бывает. Прием пенсионеров организован аппаратом уполномоченного по правам человека и руководством ПФР по Ингушетии. Он проходит в рамках акции «Правовой марафон для пенсионеров», приурочен к Международному дню пожилых людей по инициативе уполномоченного по правам человека России. Как правило, раз в день, может быть и более, к нам на телефон горячей линии и на приеме обращаются пенсионеры по различным вопросам, связанным с пенсионными выплатами. И сегодня мы в связи с тем, что накопились ряд вопросов, решили провести такой прием граждан. Обращались граждане из различных районов Республики Ингушетия. От части граждан, пенсионеров мы получили письменные заявления, направим их, соответственно, для рассмотрения в отделении пенсионного фонда. Они нас проинформируют и заявители проинформируют. И там, где требования пенсионеров законно и обоснованы, восстановим нарушенные права, по остальным дадим разъяснение.
Как отметил уполномоченный по правам человека, чаще всего жалобы пенсионеров связаны с размером пенсии, неучтенным стажем. Всего в рамках приема рассмотрели около 20 обращений. На некоторые из них даны исчерпывающие ответы на месте. Остальные будет держать на личном контроле аппарат уполномоченного по правам человека. Также специалисты ведомства оказали гражданам юридическую помощь, помогли грамотно оформить заявление в пенсионный фонд и в другие организации, чтобы получить в дальнейшем письменные ответы. Диана Дударова, Мухаммад Белакиев, Новости 24.